Мы начинаем нашу серию литературно-драматургических вечеров, посвященных национальной драматургии. Все это происходит в рамках программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации. И сейчас мы услышим пьесу Ильгиза Зайниева «Дом Бургана». Режиссер читки Валерия Приходченко. Актеров она представит после читки. Приятного просмотра. Ильгиз Зайниев. Дом Бургана. Перевод Наиль Ишмухамедов. Драма в 4 действиях с прологом. В семье все должны стоять друг за друга, иначе беда постучится в двери. Томас Манн. Действующие лица. Байназар, старший сын Бургана, 50 лет. Байбулат, средний сын Бургана, 46 лет. Банат, дочь Бургана, 44 года. Баязид, младший сын Бургана, 40 лет. Фируза, младшая дочь Бургана, 20 лет. Амина, жена Бургана, 50 лет. Калимула, дальний родственник Бургана, 57 лет. Бадырхаят, родственница Бургана, 75 лет. Зайнаб, жена Калимулы, 68 лет. Айсылу, 38 лет. Действие происходит в деревне, между 3-м и 4-м действиями минует год. Пролог. День похорон Бургана. Осень, деревня, дом Бургана. Видно, что здесь поработал умелый плотник Бурган. Большие окна, сделанные его руками, рамы, наличники, ставни. В доме все табуретки сколочены Бурганом. Большая печь. В комнате покойник. Это Бурган. Вокруг него очень много людей. Родственники, соседи, односельчане. Они молятся. Мужчины выносят носилки с телом покойного, остальные тоже направляются к выходу. Прошло некоторое время, женщины убирают в доме. Первое действие. После поминок 3-го дня по Бургану. Та же комната, обеденный стол, диванчики, кресла. Вечер, за окном приметы осени, сумерки. За столом Бадырхаят, Амина, в стороне на диванчике Фируза. Уже 3 дня прошло после смерти отца. Сильный был человек. Мог ломпинком перешить дитяха, а теперь вот его самого ломом огрело. Эх, косаточка, от судьбы ты не уйдешь. С опаской брала на хлебозаводе. Слава богу, нормальные пироги-то. Молодцы, все как надо провели с почетом. Очень хорошо прошли поминки, ага. Бурган строил, а пожить-то как следует и не успел касатик.
Сродни губернатору был он. И наш покойный отец таким же был. Высокий, красивый. Подкову, говорят, мог распрямить. И дом наш таким же был, большим да красивым, пятистенок. На той улице, на месте нынешнего клуба. На вершине холма. Потолки высокие, окна большие. Детей полным-полно жило в нем, ага. Со временем ни одного не осталось. Разъехались кто куда. А дом ветшал, да исчез бесследно. И даже домовые разбежались, наверное. С родственниками совсем не общались, что ли? Ох, косаточка, какое ж тут общение. Жили, да поумирали все, аха. Из близких родственников один Бурган оставался. Теперь и его не стало. 20 лет прожили мы с ним. Вот ведь как. И со смерти Минсулы, значит, 20 лет прошло. Время, что вода, ага. Решительным был наш Бурган. Не захотел без жены жить и женился, не смутился, что 50 ему в ту пору стукнуло. И слава богу, даже дочку успели родить и вырастить. Не побоялись пересудов. Эх, жить бы ему да радоваться. Дом у меня очень маленький, ага. А хочется ведь в большом доме пожить, косаточка. В прошлый раз забыла отдать-то. Возьми, косаточка, ага, на память вам. Ты молодая, тебе пригодится, ага. Дает Фирузе журнал «Техника молодежи». Фируза рассматривает обложку. Спасибо. Техника молодежи, 1980 год. Ага, это Рим выписывал. А где сейчас Римабы? В Челнах, ага. И не приезжает. Работает ведь косаточка. О, с автографом? Ага, Моим дорогим родственникам Баязиту, Фирузе, Амине. ага, На долгую память от Бадырхаят Апа. ага, Хорошо ты пишешь по-русски, Бадырхаят Апа. ага. В 16 лет ушла я из дома, косаточка. Всегда среди русских жила. И писать могу только по-русски. По-татарски не умею, ага. Не получилось научиться-то. Немного подогрел снизу пирог-то, как думаешь? Совсем не подгорел он. Очень красивым получился. И вообще вся еда отменная была, ага. Ладно, пойду я. За разговорами не заметила, как стемнело. Посидела бы с нами-то, и Баязит еще не вернулся. Поздно уже, пойду. На 7 дней старушек соберем, и ты тоже приходи, Бадырхаятова, а то сегодня совсем мало побыла. Все нормально было, невестка, не переживай, ага. Ладно, птенчики мои, пошла я. Проводим. Посиди немного, Бадырхаятова. Выходит вместе с ней провожать. С улицы доносятся звуки разговаривающих мужчин. Хоть бы Байбулат и Калимула. Проходи, Калимула, Абзы, присаживайся. Хорошо, принеси-ка стаканы. А ты по пиалам разливай. Вот ты даешь. Хочешь, как мулы раньше разливали, да? Хорошо. Разливает водку. Бутылку бери только. Бог ты мой, не пойму я вашу семью. С чего это вы такими стали? Тебе скоро 50 стукнет, а ты все боишься, что с рюмкой застукают. Пей лишнего, не болтай, пей давай. Пьют. Жизнь — колесо, оказывается, малай. Прежде ты меня поил, теперь я тебя. Скажи мне, почему ты пьешь? А ты почему? В моем пьянстве ничего удивительного нет. Я всю жизнь пью. А вот ты почему пьешь? Отдыхай. Кто хочет отдохнуть, раз в неделю пьет, ну 2. Или сорвется разок на несколько месяцев, попьет неделю-другую, останавливается. Такие я пью раз в несколько месяцев. Это ты здесь месяц квасишь, потом цивильно одеваешься и куда-то уезжаешь. Я же все вижу. Спешишь, аж пиджак на ветру развивается. Раньше машина с тобой приезжала, а сейчас почему-то не видать ее. Ничего не изменилось, все как и прежде. Тогда не так, вас не разберешь. Что вы там делаете под одеялом-то? Одному Богу известно. То ли пердите, то ли храпите. Ну и в чем ты хочешь разобраться? Ну, вот ты вроде бы большой начальник. А почему ты тогда квасишь со мной, простым мужиком? Так мы же всегда с тобой пьянствовали. Не, прежде ты меня поил, Ну, а сам не пил, а теперь квасишь. И от моего угощения не отказываешься. Да и в городе не похоже на то, что перестаешь бухать, уж больно разбитым возвращаешься. устаю. Конечно, устаешь, столько пить. Ты меня за простака держишь, но я все вижу. Ну и что ты там увидел? Все вижу, только одного не могу понять. Зачем ты пьешь? А кто бы спрашивал? Я не могу понять смысла. Упьешься и сидишь как дундук. Грызешься изнутри, грызешь. Все вы такие. Кто? Все вы. И отец ваш покойный таким был. И вы все в него. Если нет удовольствия от водки, зачем пить? А тебе хорошо? Братишка, я никогда не делаю того, что не приносит мне удовольствия. Ради чего? Один раз живем, зачем мучиться? Вот ты, начальник, умным должен быть. Ну, Скажи мне,
Для чего нужна людям эта штуковина? Прогресс. Чтобы двигаться вперед. А что там впереди? Не знаешь? А я тебе отвечу. Впереди та земля, в которую легли отец и мать. Вот ты прежде деньги приносил дипломатами. Ну, А дипломат в руках, а коленки так дрожат, стучат от страха, что за версту слышно. Нужно тебе такое счастье? Нет. Человек должен жить в удовольствии. Тебе сколько лет? 46. А мне 57, но я выгляжу моложе тебя. Моложе не значит счастливее. А, ну, ты прав. Это не изменишь. Но моложавый вид не спрячешь. Вот ты с женой развелся, и не видно, чтобы с какой-нибудь другой бабенкой-то сошелся. А мы и в 57. За дверями слышны звуки. Входят Баязид, Амина и Фируза. А что случилось с Файзрахман Абы? Что? Сначала пьют, пока не опухнут, потом врача вызывают к больному. Здравствуй, Калимулла Абзый. Байбулат выходит в соседнюю комнату. Привет, не ходи, эти позовут, с них станется. Попробуй не сходи, тут же позвонят в район с жалобой. И так-то уж. А ты немного прикинься дураком. С дурака взятки гладкие. Постеснялся бы уже в таком возрасте. Амина выносит суп. Не знаю, куда поставить, переминается в замешательстве. За столом на хозяйском месте сидит Калимулла. Баязид, тоже в легком смятении. Чего задумался-то, а? Это место твое? Ой, господи. Калимулла Абзый, пересядь, пожалуйста. Да мне без разницы. Калимулла пересаживается, Баязид садится во главе стола. Отодвинув металлическую ложку, берет деревянную. Суп немного загустел. Это хорошо. Чего воду-то хлебать? У кого жажда, пускай чай пьет. Бульон придумали во время голода. У кого было что кушать, воду не хлебал. Не остыл? Нет. Вы ужинали? Бадрхаят Апа приходила, мы с ней чаевничали. Байбулат Абы ел? Где он? Поел бы вместе со всеми. Абы. Не хочу, спасибо. А потом, когда все улягутся, начнешь кастрюлями греметь. Ну, плесни тогда немного, Амина апа. Сейчас, Абы, сама принесу. Выходит. Садитесь все за стол. Кушать надо вместе. Доченька, себе налей и мне немножко. Хорошо. В комнату входит Байназар. Он только что из бани, распаренный, раскрасневшийся, по пояс голый. На плечи накинуто полотенце. О, Байназар, браток, с легким паром. Спасибо. Задал я жару венику. Садится за стол. Любишь париться? И не только. Зимой еще и в снегу купаюсь. Приятно? Конечно, приятно. Ты сигани разок, сам все распробуешь. Не стану я так делать, пожалуй. Чай готов? Сейчас. Ему приносят чай, вместе с супом выносят и пирог. Все садятся за стол. Амина оказалась рядом с Байназаром. Абы, ты оделся бы. Стесняетесь, что ли? Да ладно. Посторонних вроде бы нет, все свои. Рубаху принести? Рубашка-то есть. Да если надену, насквозь промокнет. Дайте немного обсохнуть. Тишина. Все едят. Байназар, Байбулат, Баязид, Банат. Бурган Абзы под себя подбирал имена. А Банат не приехала, даже на похоронах не была, по-моему. Она приедет. На 40-й обещалась. На своей машине доберусь, сказала. Дела закончит и приедет. Далеко до вас своим ходом-то. Не боится ведь, а? В 90-х годах я несколько раз пригонял машины с Дальнего Востока в Москву. Уставал от дороги. Друзья по всей России живут. Всегда находил у кого остановиться и отдохнуть. А за рулем японок почти не устаешь. Песня, а не поездка. А мы в Сибирь резину возили. Страшновато там ехать, конечно. Ну, в те времена без оружия не думали на дальняк выходить. На панели приборов у меня освежитель стоял в форме короны. Так вот, внутри аккурат помещалась граната F1. Лошади овса кто-нибудь дал? Ух ты, господи, я и забыла про это. Сиди, сам скажу. Недовольно бурчал конь. А я все думала, гадала, что забыла сделать. Давно пора вам зарезать эту лошадь на мясо и продать. Не те времена, чтобы лошадей держать. Ради чего? За сеном ездить. Калимулла достает пол-литровку и наливает Байназару, Байбулату себе. Половину этого сена она сама съедает, чисто комбайн. На спине стол можно покрывать и водку пить. Пьют. Такой лошади ни у кого больше нет. Так никому она и не нужна. Вам бы лишь как, не как у людей. Всякой ерундой занимаетесь. Так старалась не забыть об этом. Вот почему вы эту печь не разбираете? Стоит себе и стоит. И будет стоять, коль не ломаете. К вам газ провели, Провели. а эту печь топите. Нет, даже не пробовали. И не топите, и не ломаете. А я свою разобрал, так только газ, как только газ подключили. А кирпичи куда дел? Куда-куда? Ну не выбрасывать же. Соседу продал, он печь вылил в баню. А что будешь делать, если газ кончится? С чего бы это ему кончится-то? Они и так не знают, куда его девать. Было бы его мало, и нам первым бы не досталось бы. Ты всегда о мрачном думаешь. Надо о хорошем думать. Дом просторный, теперь в футбол играть можно. Комнату можно сделать, если печь разберем. За печкой что-то падает.
Бабушка говорила, что нельзя печку держать, не используя. Черти в ней селятся якобы. Вот вы живете с чертями-то. А давайте разберем ее, я серьезно. И просторней стало бы. Так это вам решать, нам-то что, нам здесь не жить. Входит Боязид. Около теленка ведро кто-то оставил, говном перепачкано, теперь до самой душки. Ой, господи, он так долго пил. Из такого ведра он больше не захочет пить. Надо будет лотосом помыть. А вы, свет в бане на веранде выключается. Знаю. Выключать надо, коли знаешь. Я подумал, было, после меня кто-нибудь пойдет. Кого надо включать, без других нет. И правда, целая комната получится вместо печи. На той стороне и окошко есть, прорубать не надо. Ты о чем? Абэй, давай сломаем эту печь. А если газ закончится, что делать будешь? О, господи. Да ладно, в другой раз обсудите. Еще одна комната получилась бы, все равно топить не умеем. Учитесь. Мама всегда в ней варила, пока жива была. Пироги, гороховый суп. В то время газа не было. Был в баллонах. Ох, и намучились мы с ним. Ладно, не стоит ее трогать. Все равно это место спокойным не будет. Пойдем, дочка, постели расправим. Выходим. С кладбищем-то как поступим? Тебя спрашивают, визит. А что случилось с кладбищем? Ну, вы же были там недавно, неужели ничего не заметили? Столько лет стоит нечищенное. Так не годится. Не кладбище, а воронье гнездо посреди села. Деревья разрослись, чистый лес. Хранить некуда. Негоже держать кладбище в таком запустении. Раз сажают деревья на могилы, значит неизбежно образуется лес. А то оно и дерево, чтобы расти. Кто их сажает? План деревья сами по себе выросли. Ни могилы рядом, ни камня. Из семян проросли, из корней. Нужно хорошенько вычистить. Кладбище должно быть красивым. Зачем нужны деревья? Чтобы темноту создавать, людей пугать. Большинство старые, гнилые, поваленные. Слышите, собака лает? Кто-то пришел, что ли? Прибраться нужно. Кинуть клич по селу и... Да не хотят сейчас на общие работы, наплевать всем на клич. Заплати 4-5, пусть наведут порядок. А поваленные стволы пускай продадут по сходной цене. Хоть заработают немного. А разве так можно? Не зря же запрещают что-нибудь выносить с кладбища. Что сказал? Почему ж нельзя-то? Всю жизнь ем яблоки с яблонями возле кладбищенской мечети. Ничего. Если делать это именем Аллаха, ни черта не будет. А деревья внутри ограды не тронут же. Там и без этого предостаточно стволов. Отец ваш собственной тени боялся. Того нельзя, этого нельзя. А кладбище спустить можно, да? Пусть вороны гадят сверху на могилы предков ваших. Все там будем. Переговорить с сельсоветом и провести уборку. Что там, абы? Да будто кто-то ходит. Я на прошлом собрании поднял был этот вопрос. Бурган Абзаев сразу не дослушал, поднялся с места и стал кричать. У него авторитет большой. Умел заставить слушать себя. Всех обратил против меня. Так отца уж нет, иди да договаривайся. Моих слов недостаточно. Тут нужен кто-нибудь поавторитетнее, посерьезнее. Визит, ты врач, лечить умеешь. Народ тебя любит. Кто еще есть авторитетнее вашего отца, кроме тебя? Отца поначалу хотели рядом с дедом похоронить, но на том месте тополь вырос. Не свалить невозможно. Пришлось немного спуститься к травянистому подножью. Когда-то я и подумал об этом, о чистке. Постараюсь договориться, уладим это дело. Вот это по-мужски. Байбулат вглядывается в окно и выпрямляется в испуге. Там какая-то женщина бродит. Где? Плачет, что ли? Все приникают к окнам. А, это за мной. Опайка ваша пришла. Напугала. Дела у вашей тетки неважнецкие, парни. Что случилось? Визит знает, что случилось. Бредить начала на нервной почве. Женщины слабые на голову-то. Вот такие у нас дела. Ладно, пошел я. До До свидания. свидания, До свидания, давай, До бывай. свидания. Вы это, если какой-нибудь совет понадобится, не стесняйтесь, обращайтесь. Мы же не чужие. Пошел. Выходит. Довел таки Зайна папа до сумасшествия. Как это? Как? Этот гуляет, та ревнует. Ну, как-то не по себе мне. От чего? Если чуть подольше поговоришь с Калимулой, сразу вымыться хочется. Надо же, сидим и слушаем его, как путного. Отец таких, как этот, дальше порога не пускал. А вы за стол садили, на самое почетное место. Ну не выгонять же. Один раз не выгонишь, на шею сядет и ноги свесит. Так рассказывает, будто он пуп земли, грудь выпячивает. Так родственник же. Такими родственниками село кишит. Нечего ему тут делать. Дожили. Брехню Колымулы слушаем как откровение. Постели готовы. Вы ложитесь, а я сполоснусь по-быстрому. Сходи, сходи. Сменное белье и полотенце там. Боязид уходит. Ложитесь давайте. За день-то убегались, наверное. Байназар и Байбулат уходят в соседнюю комнату. Мама, что теперь будет? Да ничего, будем жить. А почему я не опечалена смертью отца? Просто до конца еще не понимаю. Нет, понимаю.
Понимаю, я же своими глазами видела, как он лежал на асфальте. Почти до самого села добрался ведь. В другие дни часами ждешь, голосуешь, ловишь машину до райцентра. Странно как-то. Как будто все так и должно быть. В кино сильно преувеличивают. Его нет. А мы, как будто ничего не случилось. Поначалу бегали то по поводу вскрытия, то за досками для могилы, чтобы глажи выстругали, то за могильщиками, потом, чтобы пироги удалить, чтобы бульон мутным не получился, чтобы лапша не склеилась. Слава чтобы... богу, и пироги удались, и суп вкусным получился. Да, мы как будто и не переживаем совсем. Даже стыдно. С улицы доносится свист. Фируза заливается краской. Свистят? Послышалось, наверное. Иди уж, покраснела вся, чисто свекла. Я сейчас только прогоню его и вернусь. Лишь бы Баязид Абы не увидел. Уходит, входит Байназар. Чего не спишь? Никак не привыкну к местному времени. Чайку попить? Сейчас подогреем. Нет, наливай как есть. От горячего опять в пот бросит. На 7 дней останешься? А ты хочешь, чтобы я остался? Это тебе решать. Вообще-то я собирался после 40-вин уехать. Очень хорошо. Ты давно не приезжал в родную деревню. И не говори. В 16 лет уехал. За это время 16 раз возвращался лишь. Пока мама ваша жива была, ты время от времени наведывался. А после этого, как будто и не скучаете вы по родной деревне. Родная деревня, родной край. Что это вообще? В 16 лет уехал. Сейчас мне 50. Который край мне роднее? Ничего не осталось у меня в душе к родным просторам. А может, и не было никогда. Где упадут, там и родина. Здешние жили каждой своей жизнью. Не успела мама в могиле оказаться, отец на тебе женился. Теперь его и нет. Баязиту было 6, когда я уехал. Сейчас он в доме хозяин. Ну, умом-то я понимаю, что родной братишка, а на душе пусто, будто какой-то соседский парень. А ваша дочка... Фируза. Вот ведь. Даже имени никак не могу запомнить. Я ее совершенно не знаю. Что поделаешь, самый близкий для меня человек. Разве могут быть Ты. одноклассники роднее, чем родственники? Но ты же не только одноклассница. Что теперь делать-то? Что делать? Жить. Отец с корнем вырвал меня из этих мест, даже не спросив. Увез и оставил в военном училище. Ему так было проще. Государство накормит, напоит, оденет, деньгами обеспечит. Молодым на пенсию выйдешь, сказал он. Да разве до пенсии не было в то время? В казарме закрываю глаза и мысленно брожу по родному селу. По всем улицам пройдусь, каждый дом, каждую скамейку. В каком городе, что росло, помню. Как будто сидел за последней партой и любовался твоими волосами. Казалось, что из 1000 людей смогу узнать тебя по волосам. В лицо, может быть, и не узнал бы, а вот по волосам. С годами домов на улице стало меньше. Однажды, нежданно, негаданно, совсем исчезли из памяти. Один дом помню, второй дом, третий, а вот каким был четвертый, гадаю мучительно, хоть убей, не вспомню. С тех пор прогулки по улицам превратились в блуждание в потемках. Представляешь, в детстве знали название каждой травинки, каждого насекомого, а сейчас забылось. В памяти остались лишь твои волосы. Трогает ее волосы. Байбулат много пьет. И ты тоже. Мое пьянство не опасно. Мы с молоду привычные, нам без этого не прожить, а вот Байбулат действительно пьет, чтобы спиться. Без всякой меры. Он, когда был при деньгах, садился в самолет и прилетал ко мне. А сейчас у него своя жизнь, ничего не поделаешь. А вы как сошлись-то с отцом? Что тебе ответить? Пришел и сказал. Бургану никто слова поперек уже не скажет в деревне, сам знаешь. Разве что Калимула Абзы дерзнет с дуру. И потом мне уже 30 стукнуло. Не могу же я до смерти ждать тебя. Да уж, отцу поперек слова не скажешь, это точно. Но он же все-таки староват был для тебя, 50 как ни крути. Тебе сейчас столько же. Да, свое-то оказывается незаметно. Еще недавно вроде думалось, что в 50 жизнь заканчивается. Ядрит, кудрит, а мне 50, а в душе-то все совсем иначе. Эй, как всегда, 18. И силы, и страсть вроде бы при мне. А я и 18 ощущала себя в душе старухой. Ты сейчас... Не дури. Сгубили мы своей жизни зря. Кончиков пальцев касается ее плеча. Обнимай.
Входит Байбула. Чего не спишь? Я проголодался. Суп подогреть? Не, мне бы что-нибудь погрызть. Кажется, крышка от пирога оставалась. Все там. Сам тогда поищи, я ложусь. У тебя есть? Это должно быть. Достает из укромного места водку и наливает обоим. Зачастил ты. Мы с Аминой в одном классе учились, что ли? Да когда это было? А если и было, то мхом поросло. Слушай, бросай ты это дело, братишка, ну не к лицу тебе. Уходит в соседнюю комнату, с улицы доносятся громкие возбужденные голоса. Байбулат быстренько выпивает и прячет бутылку. Входит Фируза и Байзид. Абый, ты не должен был так поступать. Так я еще и плохим остался. 3 дня прошло со смерти отца, а ты уже у ворот. Ну и что такого я делала у ворот? Мели побольше языком-то. Покажу я тебе, что такого. Погоди, Байзид, что случилось-то? А ты чего не спишь? Что натворили? Матом обругал Фанура и прогнал. Еще раз увижу возле наших ворот. Матюгами не отделается. Чего шумите? Людей бы постеснялись. Подожди, Баязид, не кричи! Усмири свою дочь, тогда я перестану кричать. Явился тут один, тыквоголовый, сопли ниже колен. Хочешь повторить судьбу Банатапа? Абый, ты унизил меня перед ним. У него уже условный срок только-только закончился. Знаю я это отродье, только и смотрят, чтобы умыкнуть. У них вся семья такая. Успокойся, братишка, не кипятись. Я спокоен, если я не скажу, что и кто и глаза раскроет. Всего 3 дня прошло после смерти отца, а это черт знает с кем обнимается у ворот. Ну она же еще ребенок. Думаешь, ей легко? Перед людьми стыдно. Машины туда-сюда шныряют с включенными фарами. На улице светло, как днем. Ты смотри немного за дочкой своей. Я скажу ей, скажу. А чего вы не спите-то? Во всех комнатах свет горит. У кого-то лишние денежки завелись, что ли? Электричество зазря жечь. Гасите и ложитесь. Завтра колодец будем чистить. Отец давно собирался. Подниму всех с утра пораньше. Уходит в соседнюю комнату. Какой он вспыльчивый, оказывается. а? Во многом-то он прав. Старается отца переплюнуть, по-моему. Пойдемте спать. Занавес. Второе действие. После поминок, после поминок 7-го дня по Бургану. Та же комната. За накрытым столом Бадырхаян и Зейнаб. Амина и Фируза прибираются, уносят грязную посуду. Пропадет дом, сам достанется. С собой ты не унесешь. С такими трудностями строили ведь. Ох, косаточка. Только-только родила жиду. Но работала наравне с Калимулой, а ему все по боку. Он готов и в полузнейшем родительском доме жить с матерью своей. Если бы я не начала, не бегала по каждому вопросу, ни за что бы не построились. Клуб начали строить. Столько машин с досками выгрузили. А на наш пол с потолком даже захудалого горбыля не сыщешь. Ага. Всю ночь таскали мы вдвоем доски со стройки до самого рассвета. После этого я больше родить не смогла. Зато с пола, с потолком взяли у султана Абзы наступ, сели друг напротив друга и давай строгать с 2 концов. Калимула дергает на себя, а у меня будто кишки наружу вылезают. Ой, косаточка. Зубы стиснула и терпела. Ага. А я ж дояркой работала. На ферму шла с пустой сумкой, а возвращалась, прихватив со строящегося коровника 4 красных кирпича. В круговую с ограды заходила. Все молоко несут, а я кирпичи. Как раз на печку хватило. Теплая получилась печка. А теперь сам все достанется. Да, косаточка, дом у тебя большой, красивый, а у меня маленький. Мне так хотелось в большом пожить. Сам достанется дом-то. Калимула еще молодой, а ему сносу нет. Я ведь старой девой была, когда за него выходила. Холила его, как собственного ребенка. Я-то умру, недолго ждать осталось. Но дома все-таки жалко. Попробую к главе сходить. Я же ветеран труда. Ага. И медаль у меня имеется. Скажу ему, дай квартиру в райцентре. Домик-то у меня не больше бани, а так хочется пожить в просторном, красивом. Так дом твой Чингис из бревен сложил, что из леса наворовал, да по одному на мотоцикле притаскивал. От бедности это все. А мой-то дом на загляденье, да сам достанется. Ты сядь, отдохни, мам. Я сама доделаю. Гусь не до конца просолился, кажется. В другие разы я по 2 дня держала в соли, а в этот раз я начудила. Очень вкусно получилось. Соли в самый раз. Слишком соленое вредно, в суставах откладывается. Бурган умер, вы ему и 3 дня прекрасно провели. И 7. Когда я умру, кто проведет поминки-то? Да никто ничего не будет проводить. И дом собакам достанется. Да что ты все про смерть, да про смерть говоришь, Зейнаб папа. Живи в свое удовольствие, куда спешишь-то? Да я разве против? Ой, в большом доме пожить бы. У нас-то не спрашиваем. Раз начал умирать, обязательно умрешь. Но это полбеды. Дом остается. Собакам, ну бесит же. С ума схожу порой. Ага.
Мой, когда узнал, что я Римом беременна, заявил, что я дура, и дети, мол, такими же родятся, и сбежал в Сибирь касать мой. И околел там, наверное. По 3 дня пропадает. Или домой приводит. Говорит, что я сумасшедшая, запирает в комнате и делает потом, что хотят. Развратничает да пьянствует. А я целый день в туалет не могу выйти. Не знаю, как быть, ведро занесла в комнату, а тот, если заметит, пинком переворачивает. Теперь с этой Мензифой снюхался. Бурган хорошо. Взял, долег в могилу. Ах, если бы не дом. Сегодня мимо кладбища проходила, что там творится, конец света, ага. Твой Калимула со всяким отребьем взялись порядок навести. Ой, косаточка, огромные деревья валят прямо на могилы и тракторами оттаскивают, ага. Ограды всмятку, надгробные камни пополам разломаны. Такой красивый лес был, косаточка, теперь одни проплешины остались. Не дать, не взять остриженная овца. Одно дерево тут торчит, другое там. На улице слышно карканье. А теперь по дворам ходят и продают поваленные стволы. Старики берут, баню топить сгодится. Ой, косаточка, так жалко мне стало. Решила проверить отцовскую могилу. Не разбили ли камень? А эти обложили семиэтажным матом и прогнали. Ага. Под трактор попадешь, мол, старая дура. Ну ты скажи, откуда покупатели находятся на такое? Дрова-то не дешевые нынче. Берут, ага. Пол-литровку дашь им, привезут и выгрузят. А потом сами же наймутся распиливать да колоть. Значит, еще неделю-другую будет пить. Пойду я. Если раньше меня вернется, закроется изнутри и в дом не пустит. А потом еще будет рассказывать, что я с ума сошла и шатаюсь по улицам. Я тоже домой заодно и тебя провожу. Давайте еще по чашечке чая выпьем. Не, невестка, спасибо, и так уже засиделись. Бывайте здоровы. Все хорошо прошло, еда вкусная. Ага, спасибо. Проводить вас? Не надо, косаточка, вы и так набегались за день. Мы потихонечку пойдем, за разговорами дорога всегда короче. Вот, возьми, ты молодая, в хозяйстве пригодится. А не пригодится, на память останется. Дает Фирузе журнал. Рим сказал, не храни у себя, отдай Фирузе. Спасибо. Дает обеим по свертку. Вот, дома чай попьете. Спасибо. Ах, косаточка моя, спасибо. Присядем на дорожку. Бадрхаят и Зайнаб уходят. Амина выходит проводить Фирузу, листает журнал, Амина возвращается. Студенческий меридиан, 1983 год. Моим дорогим Баязиту, Амине и Фирузе на долгую память от Бадрхаят Апа. С Рима пылинки сдувала всю жизнь. А он теперь квартиру разделил и выбросил мать в деревню. И даже проведать не приезжает. А зачем ему приезжать? Он же привез ее сюда, чтобы окончательно избавиться. Неужели не скучает? Сыт, наверное, по горло. Бадрхаят Апа тоже не подарок. Жениться не дала ему. На работу устроиться, так к директору идет. Просит начальство не перегружать ее сыночка. Надоело всем хуже горькой редьки. Фанур пропал. Найдется. Переживает, наверное. Думаю, что не объявится он. Его Баязит Абы обидел. Он же пришел только проведать меня. Почему брат так поступил? Раньше он любил меня. Он и сейчас тебя любит. Мама, а ты как здесь будешь жить? В каком смысле? Я уеду учиться. Байназар Абы, Байбулат Абы в город. Как ты будешь жить с Баязит Абы? Ты не мать ему, не тетя. Я мачеха. А если он женится? Если б хотел, давно бы женился. А не выбирал бы до 40 лет. Однажды он уже пытался жениться. На Айсылу, что ли? Ха! Хорошо, что Бурган не дал ему рта раскрыть. Погляди, что творится в доме у Айсылу и ее матери Мензифы. Настоящий притон, куда сбегаются наш Калимула и ему подобные кобели. В то время она такая не была вроде бы. Слухи уже тогда ходили. Если мама всех в дом тащила, то и это в стороне наверняка не оставалось. Бурган таких насквозь видел, 2 секунды раскусывал. Мама, папы теперь нет. Если задумает жениться, никто возражать не станет. Пусть женится, дом-то большой. Дом-то большой, но крыша общая, мама. Если надумаешь замуж выйти, я не возражаю. Хватит чепуху нести. Если ты не забыла, 7 дней всего прошло по смерти отца. Когда папа за тебя сватался, сколько дней прошло после смерти его жены? 40. 40-вины провели, кажется. Годину точно я помню, сама готовила. Скоро Баязит вернется, надо чайник поставить. Сколько бы ты ни старалась, все равно не сможешь ему угодить. Если порядочный человек встретится, мама, выходи. Не говори ерунды. Я и молодая-то никому не нужна была. А в 50 вдруг очередь выстроится. Иди чайник поставь, скоро братья твои вернутся.
Ты теперь не молодуха Амина, а вдова Бургана. Уходит. Громко ругаясь, входит Байназар и Баязид. Ты, братишка, руками направо-налево не размахивал бы. Где пил, пускай туда и возвращается. В дом не пускать. Боже мой, что опять приключилось? Тот опять в стельку на крыльце валяется. Не тот, а твой старший брат. Забываешься порой. Думаешь, стал хозяином, все дозволено? Замерзнет же, заводите в дом. Чтобы ноги его здесь не было. В штаны нассал, теперь весь дом должен провонять. Гадость. Что случилось? Фильтруй базар, малая. Это ты его спаиваешь. Пока отец был жив, он так не пил. А ты приехал, солдафон. Не шумите, приведите его. Сама приведу. Не вздумай. Что ты творишь, Абый? Гнешь и гнешь палку, и даже не боишься, что однажды сломаешь. На несколько дней прекратил же вроде бы. Они же колодец чистили, родственнички. Повод нашелся, понимаете ли? Среди осени спустил нас в колодец. У него и так здоровья нет. Вот купить здоровье находит же. Разве колодец летом чистит? У каждого работы свой порядок. Если бы ты не был моим братом, так вырезал бы от души, что долго потом собирал бы зубы по всему полу. Ну так врежь давай, рискни. Что вы делаете? Я его помою в бане. Когда вернемся, на нашей дороге не стой. Не посмотрю, что ты братишка. Сейчас принесу чистое белье. Сядь, поешь. На весь мир срамить ведь. Отец давно прибил бы. И когда Бурган был жив, тоже пил. Фируза уходит с чистой одеждой в руках. Когда отец был жив, он пьянствовал в городе. Возвращался, лишь дойдя до ручки. Сейчас думает, что и здесь можно. Устрою я ему. Переживает, наверное, что отец умер. А у меня отец не умер, да. Я же на улице не валяюсь, бездельники. А чего бы не пить-то, хорошо же. Работать не надо, семью кормить не надо. Терять тоже нечего за неимением. Колодцы не чистили, понимаешь. Не померли бы от такой работы. Раз в жизни сделали что-то полезное. Думали, что приедут сюда и будут вместе пьянствовать. Покажу я им пьянку. День-то холодный был. Смотри, у обоих из носа течет. Я из медпункта не вылезаю, иначе сам полез бы в колодец. Разве поручил бы это дело двум дуракам? Все вокруг перепачкали, теперь за ними убираться придется. На люди показаться, всяк норовит учить, мол, вылечил уж старшего брата. В открытую сплетничают, для чего, мол, докатились дети Бургана. Больной же, ничего не поделаешь. Ага, больной как же, беззаботной жизни хотят, потому и включают дурака. Садись, пей чай. Едут они. С Раковиной проведем, и Байназар, и Байбулат разъедутся по городам. Не уедет, было бы куда уехать, не околачивался бы здесь. И тот на пенсии нечем заняться и не хочет. Понаехали на нашу голову. Все уладится, устроится. Суп горячий налить, и картык созрел. Ну погоди ты со своим катыком. Сейчас постель ему расправлю. Входит Байназар, ведя за локоть к Байбулату. Абый, не переживай за меня, я и сам могу идти. Аминапа, крышка от пирога осталась? После бани аппетит разыгрался. Я суп согрела. Не нужно мне. Мне бы только крышку от пирога. Ты когда перестанешь под дурака косить, а? А мне косить не к чему, я и так дурак. Перестанешь пить или нет? Нет? Ты давно на себя в зеркало любовался. Пожелтел весь как подсолнух. Усы-то порщатся во все стороны. Если не остановишься, дни твои сочтены. Понимаешь ты это или нет? Знаю. Боязид, Абый, что ты творишь? Зачем? Чего тебе не хватает? Ты сюда приехал, чтобы всех нас опозорить? Перегибаешь, малай. Тут мальчиков нет. Пойду-ка я лягу. Завтра повезу на кодировку, готовься. Не переживай, братиш. Все хорошо же. Что ты нашел хорошего? На поминках отца обоссанным на крыльце лежать? Это, по-твоему, хорошо? У отца полсела во врагах ходило. Радовать их хорошо? Ну-ка, дай-ка пройти. Я не позволю тебе унижать семью. Байбулат неожиданно впивается двумя руками Баязиту в глотку и прижимает его к стене. Мама! Прекратите, поубивайте же друг друга. Братишка, зря ты так шумишь. Все равно буду пить до упора. За меня не беспокойся. Уходит в соседнюю комнату. А ты говоришь, умирай. Как он тебя, а? Выходит. Почему отец любил Байбулата больше остальных? Как не любить-то? Свой же ребенок. Он всех вас любил одинаково. Если бы я так пил, он в 2 счета прогнал бы меня из дома. Балатапа выгнал же и до самой смерти не простил. Каким бы суровым ни был, а на пьянке Байбулата закрывать глаза. Он и Банат простил бы, но та сама не пожелала повиниться. Приехала бы, кинулась бы в ноги. Но не самому же Бургану к ней ехать. Он ни за что не стал. А в последние годы он и по внуку очень скучал. Встретиться хотел. С улицы доносится натужный рокот трактора, временами переходящий визг. Этот звук с каждой секундой приближается, окно освещается светом фар, трактор останавливается, впритык к дому, слышны громкие мужские голоса. Стагфирулла, возле самого забора остановился. Пьяный, что ли? Как бы дом наш не снесли. Не снесу. Уходит на улицу. Что за трактор? К нам, что ли? Не знаю, Баязид ушел туда выяснить.
Кажется, бревна привезли. Что задумал опять этот малай? Байбулат уснул? Что-то набивает под нос. Фируза плачет. На то они и девчонки, чтоб плакать. Что ж еще остается? Трактор своим трогается. Уехал. А бревна, кажется, оставил. Входит Баязид и Калимула. Проклятые вороны! Не думают они, что ли, на юг уматывать? Огромные стаи летают даже больше, чем летом. Природа меняется. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, Калимулабзы. Вынеси-ка одну и на стол чего-нибудь сообрази. Сейчас. Вороны-то, говорю, припозднились нынче. Как пешкадамы зимовать здесь собирались, что ли? Пешкадамы? Кто такие? А это те шакирды, которые, закончив учебу, не хотят покидать Медресе, ждут, когда какой-нибудь старый мулла умрет, чтобы перехватить приход. И чего ты только не знаешь, а, Калимулабзы? А как не знать? Мои предки же тоже были мулами. Ты думаешь, Калимула тебе деревенский простачок? А давай и тебя сделаем, Мулой. Ха, подумайте хорошенько, все обсудите. Если всем селом попросите, возможно, я и соглашусь. Вот, ходил бы с одних поминок на другие, а? А почему бы и не ходить? У меня и чепан, и челма есть, от деда остались. Но на наших-то поминках не наливают. Почему? Пожалели бы, что ли, для выбранного всем миром мулы 100 грамм? Ну ты даешь, и не постеснялся бы, а? А что стесняться-то? Говорю же, мы потомственные мулы. Знания, они же по наследству передаются. По крови, а не из книжек. Вычитанные из книжек знания пуштяк. Рассаживайтесь. Садись, Калимулабзы. И вы садитесь. Бисмилля. А вороны-то знаете, почему не летают? Почему? Ленятся, лодыри. Даю, знаете, долго лететь. Думаете, это так просто, что ли? А что это за бревна? Для бани вам на 2-3 зимы хватит. Я специально выбирал. Только березу, гладеньких, а крепко. С кладбища? Не все ли равно откуда? Конечно, не все равно. Это она по молодости не понимает. Бесплатно же. Твой брат с сельсоветом договаривался. А бревна я в знак благодарности притащил. Видите, тебя послушались. Отец твой был взбалмошным, поэтому его и страх слушались. А тебя из любви. Увезите обратно. Чего? Отец всегда говорил, что с кладбища ничего нельзя выносить. Это бурган-то. Если бурган Абзы за даром привезти 5 березовых стволов, он не стал бы противиться. И не говори. С кладбища? Не встревай в разговор Саши. Постой-ка, ты и вправду взял стволы с кладбища? Взял и что? У тебя мозги отсохли, что ли? Ты же любишь париться в бане. А не забыл, что ее дровами топят? Только не ругайтесь. Береза для бани самое то. Жар сильней. Верните все обратно, мне страшно. Боже мой, какие страсти. Шла бы ты отсюда, сестренка. Погоди-ка, зачем ты ее прогоняешь? Она правильно говорит. Сперва отца отвез и похоронил, теперь оттуда с дровами вернулся. Если начнешь покупать, знаешь, сколько денег нужно вывалить за дрова. Карман твой порвут они, что ли? Порвут. Один раз только поели кладбищенскую землянику. Отец так приложился к моей скуле. До сих пор помню, как искры из глаз брызнули. А за сегодняшний отец забил бы тебя насмерть. Ты за отца не говори. Кто его лучше знает, ты или я? Отец всегда искал, откуда чего можно бесплатно умокнуть. За любую копеечную выгоду хватался. Умнейший мужик был. Вот и Баязиту передалась эта мудрость. А у вас ее нет. Кровь ваша на чужбине-то разжижилась. Нальешь ты в конце концов или нет? А, так ты этого ждешь, что ли? Эти Обваливай деревья. бутылку и наливай. Эти деревья всю жизнь сосали соки из мертвецов, а вдруг в них души умерших вселились. Мне страшно. Ты живых бойся. Какая еще душа? Умер-то Кубер. Куда временем станешь? Вот вся история. Баязит врач. Спросите у него. Видел ли он души внутри человека? Калимулабзы, увези-ка эти деревья куда хочешь. Возле наших ворот им не место. Это мои стволы, и без тебя разберусь, что с ними делать. Братишка, похоже, ты что-то недопонимаешь. Наш дед 10 лет отсидел за то, что взбунтовался, когда вздумали спилить минарет. А тех, кто спилил, жестоко избил. Если котелок не варит, за решеткой оказаться проще простого. Ну и чего он добился своим противостоянием? Минарет все равно спилили, а он 10 отсидел. Вернулся оттуда инвалидом. Не лишай нас разума, Всевышний. Вот моя жена с ума сошла. Как же тяжко-то. Иди спать. Мне страшно. Недавно же только дрова купили. Там на несколько лет нам хватит. Прекратите вы или нет? Сколько раз вам говорить? Пойдем, дочка, спать. Айда, Байназар, айда, и ты ложись. Успокойтесь, все уладится. Фируза уходит. Байназар что-то хочет сказать, но Амина уводит его. Хорошо сказал. Без строгости ничего не получится. В доме должен быть один хозяин. Айда, налей-ка и мне. Налью. Наливает полный стакан, Баязид залпом выпивает. Не нервничай. Ты же врач, знаешь, что все болезни от нервов.
Ну, видишь же, что творится. Вместе вам не ужиться. Гони всех к чертям собачьим. Родственники хороши только когда живут далеко. Каждый должен жить своей жизнью. Неспешно, чистенько, аккуратно. В свое удовольствие. А если начнешь всех родственников ублажать, Наливай давай, не смотреть же поставлено. налью, не последнее же, не жалко. Жениться тебе надо. Если будешь копить в себе мужскую силу, головой повредишься. Женщина для того и создана, чтобы опустошать мужчину. Женщина для мужика и лекарство, и яд. Да кто ж пойдет-то за 40-летнего? А отец твой во сколько женился? Ну, сам-то он женился. А когда я собрался жениться, сказал, чтобы духу ее в нашем доме не было. Обидели Вайсылу, девочка моя. Она до сих пор только о тебе и говорит. Мы с матерью с ее, Медзихой, общаемся. В гости к ним захаживаем. Если прямо сейчас пойдешь, Вайсылу и сейчас тебя не откажет. Пошли. Куда? К ним. Ай-яй, а ты мне нравишься. Отважный парень. Отцу твоему легкости не хватало, а ты его переплюнул. Ай да? А это, туда же с пустыми руками не пойдешь, ведь, какой-нибудь гостиница. У меня есть медпункт, и по пути же заскочим. Ай да, коль так. Уходит. Из соседней комнаты входит Амина, прибирает стол, входит Байназар. Куда это они? Не расслышала. Куда бы ни пошли, компания Калимулы добром не кончится. Как твоя тамошняя семья? Мы ничего о них не знаем, и ты не рассказываешь. Жену почему-то ни разу не привозил. Ах, что рассказывать? Хвастать нечего. Больше 20 лет прожили и разбежались. Дети выросли. У каждого своя жизнь, особо не общаемся. На соплеменнице надо было жениться. В молодости вроде бы все равно, но действительно в молодости об этом не задумываешься. Совсем на другое обращаешь внимание. А когда любовь проходит, обнаруживается. То не по-нашему, это чужое. Жена превращается в постороннего человека. Я и тоже оказался другим, наверное. Давно разошлись? Лет 10 назад. Даже после развода год 3-4 встречались, пока окончательно не опротивили друг друга. И ты с тех пор один? Ну, как тебе сказать? Был бы мужик, женщина всегда отыщется. Несколько раз пробовал сходиться, да все неудачно. Со временем характер испортился, наверное. И что теперь делать? Ты Баязита имеешь в виду? Как дальше жить? Не знаю. Этот парень запросто может дров наломать. Куда-то мы не туда завернули. Если бы ты вез меня тогда, ты же был моим первым мужчиной. Невинная я была, чистая перед тобой. Глядишь, совсем по-другому судьбы наши сложились. Давай сейчас увезу. Сейчас уже поздно. Не поздно. Тогда надо было. Не готов я был тогда в хамон влезать. Проведем 40-ины и уедем. И ты через 40 дней женился бы на жене отца. Отца нет. Поехали. Пусть полгода пройдет, год. Перед людьми стыдно. Там тебя никто не знает. А здешние здесь останутся. У меня дочь есть. Дочка уже взрослая, хоть завтра можно замуж выдавать. Как же быть? Обнимает его, головой приникает к груди и плачет. Не плачь. Целует волосы, глубоко вздыхает. Аромат волос резко отстраняется. Постой-ка. Что случилось? Сейчас. Хватается за голову. Ай, будто что-то не так. Сердце, давление? Да нет, нет. Сам себя опротивил. Я ведь с тобой как с прежней Аминой общаюсь, так не годится. Похоже, с ума мы сошли. Сегодня 7 дней отцу, славному Бургану, а мы как будто ничего не произошло. Нет, не сердце у меня в груди, а ледышка. Я ведь очень долго не видел отца, потому, наверное, не чувствую утраты. Зачем ты это рассказал? Сейчас я и сама себя противна. Плачет. Входит Фируза, она побледнела. Мама, Дочка, что случилось? папа приснился. Много народа возле наших ворот, и он с ними рядом стоит. Что вы наделали? Что вы наделали? Спрашивает. Это всего лишь сон, дочка. Много думал о нем, потому и приснился, не бойся. Ай, пойду-ка я спать. Спокойной ночи. Мама, сходим по-быстрому. Ну сходи. Одна я боюсь. Что мы делаем? Что творим? Мама. Пошли. Открывают входную дверь, во дворе слышно карканье. Занавес. Третье действие. После 40 Бургана. Та же комната, поздняя осень. На улице темно. Банат и Фируза моют, вытирают и складывают посуду. А тебе не страшно было уезжать из родного дома неизвестно куда? Ах, сестренка, меня ведь никто не спрашивал. Уеду, останусь. Отец сказал, как отрезал, чтобы духа твоего здесь больше не было. Уехала, а что поделаешь-то?
А если бы сказала, не поеду? Да выволок бы за волосы и выбросил на улицу на глазах у всех. Он бы смог. Уж сказал, и если сказал, от слов не отступится. А почему не попробовала вернуться через некоторое время? Он же Бурган, авторитетный человек. Не смог бы поехать к тебе, может, простил бы. Если он Бурган, то я дочь Бургана. Думаешь, его сумасбродства во мне не было? У всех хватает. У нас ведь род такой. Я и сама порой так распалюсь, мало не покажется. Что это, гордыня? Отец старался крепко держать в руках семью, чтобы никакого пятнышка не легло. Предупреждал он. Как можно переживать за семью и выгнать из дома родную дочь? Ну а что ему оставалось? Одна говнистая корова все стадо пачкает, говорят. Этой коровой оказалась я. Родить, не выходя замуж, и разве можно было допустить такое в роду Бургана? А про аборт не думала? Ну, дело ведь не в том, есть ребенок или нет его, а в выслушании воли отцовской. Он ведь не пересудов боялся, глубже смотрел. Мудрым человеком был, очень мудрым. Я слишком поздно это поняла. Он ведь и книг не читал. Сама природа наделила его умом и мудростью. Если бы он еще и выучился, из него получился бы президент не меньше. А мы в маму. Баязид Абый пытается быть похожим на него. Я почувствовала. Куром насмех, конечно, да еще с таким серьезным видом. Он с детства мечтал поскорее вырасти, и сейчас, похоже, этой мечтой живет. Это страшно, наверное, быть выброшенной из дома, остаться одной. Но иногда это на пользу, живешь как душе угодно. Как душе угодно. Хорошо, конечно, не спорю. Воробушек, говорят, среди людей не помрет, чем всю жизнь бояться. Сейчас ведь у тебя все есть. Квартира, машина, работа. Ни от кого не зависишь. Поначалу страшно было, наверное. Зато потом счастье привалило. Да и ни от кого не зависишь, говоришь. Знаешь, поначалу борешься с тем укладом, в котором выросла. Пытаешься его изменить, а когда ничего не получается, плачешь от бессилия, чувствуя себя несчастнейшим человеком. Оставшись одна, не знаешь, с какого конца подступиться в новых условиях, теряешься. Затем решаешь устроить самое понятное и необходимое – жилье и работу. Я только через много лет поняла. Попытка жить по-своему все равно оборачивается тем, чему учил отец. Сама того не понимая, ты устраиваешь жизнь по давно знакомому порядку. Потому что без канонов, без норм невозможно. Все будет валиться из рук и рушиться. Когда я это осознала, тогда я начала тосковать. Мы здесь все одинаковые, потому и не можем прийти к согласию. Тогда-то я и простила отца. Даже будучи далеко от меня, он учил, как организовать жизнь, как не потеряться, себя не потерять. Только я этого не понимала. Вот такая она жизнь, по-своему. Не спеши, сестренка, порвать просто, соединить тяжело. Абый унизил моего парня. Мы с ним со школы дружили, а сейчас он со мной не общается. Я страшная? Ну, наш род красотой не отличается, конечно. Значит, страшная. Большая. У нас все большое. И дом, и стол, и стулья. Даже печь полдома занимает, а ворота не меньше кремлевских. И я огромная, как мужик. Ты только посмотри на эти плечи. Широкие, безобразно широкие. Только груди маленькие. Для семейной жизни красота не важна. Для семейной жизни, может, и не важна, но для того, чтобы семью создать, очень даже важна. Бросил же меня. Повод ждал, наверное. Ну, раз из такой ерунды он тебя бросил, делай выводы. Может, тебе благодарить надо Баязита. Он и Байбулата обижает. Байбулат так плохо выглядит, болеет, что ли? Ага, болеет. Пьянство. Тогда понятно, почему пожелтел. Раньше Баязид Абый таким не был. Пока папа был жив, брат со мной всегда разговаривал, с ним было интересно. А Байбулат Абый хоть и пьет, но он добрый. А Байназар Абый, он чужой. Как будто по дому ходит посторонний мужчина. Диковатый он какой-то. Да он с детства такой. Огромный, но простой, в нем ни грамма хитрости. Ему главное, чтобы была еда на столе, чтобы баня была жарко натоплена. Если этого нет, он, конечно, гоняться не станет, пальцем не пошевелит. Нет, ну и ладно. Очень плохо, что Байбулат делать. Умного человека пьянство не красит. Он ведь самый умный из нас. Среднюю школу оканчивал в соседнем селе. В школу ходил с одной ручкой в кармане. Ни учебников, ни тетради не носил. А вторучку к нагрудному кармашку подцепит и уходит. При желании мог учителей учить. Если умный человек беспробудно пьет, значит, у него есть цель. Я за маму переживаю. Как она здесь будет? Я уеду на учебу, остальные тоже разъедутся.
Как она уживется с Баязит-Абой, если он будет звереть каждым днем? Бревна взял с кладбища, якобы бесплатно, баню топить. Больше неоткуда брать, что ли? Как так можно? Кто-то же должен это понимать. Мне страшно теперь в этом доме. Все время мерещатся какие-то голоса. Знаю, что одна здесь, но кажется, что в доме еще кто-то есть. И в баню теперь только днем хожу. Обогатил он нас, ага. Полезное дело сделал. Не переживай, так будет не всегда. Входят Байбулат и Байназар. Вот не понимаю, как можно не любить баню? Ну не люблю, что теперь делать? Ванат, уговори его помыться. А после тебя там тепло-то осталось? Ему хватит, он же не парится. Иди помойся, сразу легче станет. Абы, отстань от меня. Эх ты, Квашня. Я торопился, думал, вы тут в очередь встали на помывку. Пойду-ка еще разок попарюсь. Я же дров подкинул для вас. Дорого ты обходишься брату Баязиту, без дров его оставишь. Если дрова закончатся, еще привезет. Кладбище-то под боком. Кладбище неказистое какое-то, осиротевшее. Байбулат, айда я тебя попарю. Вчера же только парились. Полдня никак в себя прийти после этого вчерашнего. Ну так это же вчера было. Разок зашел в сарай, вся твоя помывка на смарку. В секунду провоняешь. 5 минут покрутишься возле скотины, а провоняешь так, будто всю жизнь в сарае живешь. Раньше-то мы раз в неделю мылись, так и ходили, наверное, вонючими. Ну и потери, конечно же, во время работы. Неужели тело не чесалось? Деревенские и сейчас раз в неделю моются. Не так уж. Сейчас у многих душ и ванна. Правда, отец был против. Это только Калимула Абзы может всю зиму не мыться. Нельзя, говорит, зимой мыться. Заболеешь. А вот этого не знаю. Может быть, так оно и есть. Но рядом со скотиной вонь прилипает, будто клей. Раньше все одинаково жили. Тому и не чувствовали, наверное. Всегда же так. Когда попробуешь что-нибудь хорошее, начинаешь понимать, что раньше было хуже. И с людьми так же. Встретишь хорошего человека и понимаешь, с кем жил раньше. Потом мучаешься этим знанием. Хорошо лишь, когда все равны, никто ничем не отличается. С улицы доносится щелканье кнута. Что за звук? Баязит кнутом машет, ворон разгоняет. Сейчас все вороны на нашей черемухе. И не говори, что это случилось с вороной? Похолодало уже. Улетать не собирается, что ли? Они сейчас не улетают, что ли, в теплые края? Когда мы были детьми, они вроде бы улетали. В учебнике картина была «Грачи прилетели». Ну, коли есть прилетели, значит, должно быть и улетели. А эти почему-то не улетают. Сейчас все по-другому. И зимы не такие суровые, и снега не так много. Если так пойдет, и пальмы начнут расти. Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. А если нас не будет, какая разница, что будет расти? Ты права, конечно. Но знать все равно интересно. Что здесь будет через много лет? Хорошо бы, если бы на том свете дали книгу «Мировую историю». И чтобы все события были описаны без вранья и вымысла. Произошел человек от обезьяны или нет? Кто убил Кеннеди? Когда была построена башня Сююмбике? Были или нет булгары чувашами? Интересно же. После смерти готовка не читать. Не надоело еще? А чем еще заниматься? Неинтересно же. А иди вон с Байназаром в баню, сделает тебе интересно. Выйдешь, как новорожденный младенец. Да не пойду я. Остыл я, сиди тут с вами. Или не ходить уж больше. Аппетит пропал. Ты же говоришь, дров подкинул. Баязит-Абы будет ругаться, мол, дрова зазря переводишь. Тут ты права. Ладно, чтобы не вышло скандала, скажу, не попались, так высплюсь. Высплюсь. О, знаешь, как там хорошо. Тепло во все косточки проникает. Смотри, чтобы в косточки черти не вселились. Я чертей не боюсь, я сам черт. Если набегут, могу и водку с ними распить. Все, пошел. Помереть, значит, собрался, да? А кто из нас бессмертен? Я таких не встречал. Судя по твоему внешнему виду, до цели тебе идти недолго осталось. Как же я люблю, когда ты вот так улыбаешься из-под усов. Только усы теперь топорщатся во все стороны. Торопишься ты. Как ты догадалась? Так ты раньше и на праздники не пил. Может, я просто алкашом стал? Твой Булат просто так ничего не делает. Остальные же по-другому думают. Деньги испортили, говорят. Якобы легкие деньги до такого доводят. Я не остальные, прекрасно знаю, как ты зарабатывал эти деньги. Кончились деньги-то, сестренка, и слава богу. Поехали со мной, Абы. Вылечишься, будем вместе работать, снова на ноги встанешь. Я и сейчас на ногах стою. Думаешь, мы должны молча смотреть, как ты себя убиваешь? Не хочется смотреть, то понимаю. Баязит и в дом не хочет пускать. Зачем так сравниваешь? Ты же прекрасно понимаешь, о чем. Понимаю, сестренка. А вот ты не до конца понимаешь. Я же не сержусь на него. Для него я всего лишь обыкновенный алкаш. Он хочет быть хозяином в отцовском доме, главой семьи, снискать авторитет среди сельчан, а я валяюсь на каждом углу. Обоссанный. Уж, Абы, Ну разве не так? не могу оставить тебя в таком состоянии. Почему? Что в этом такого сложного? Не улыбайся в усы.
Ты сопьешься, помрешь, а нам что потом делать? Тоже с горя запить? Мол, не удержали тебя. Ты же насильно меня не спаиваешь. Я сам себе хозяин. Право имею. Не имеешь, о детям подумай. Ты о них не переживай. Если с умом будет жить, им богатства до смерти хватит. А Гузель? Мы же разошлись. Она уже снова замуж вышла. Хорошо живут. Абы, может, ты где-нибудь ошибся, потому дела перестали идти. Ну, всякое может случиться. Нельзя так изводиться. Нельзя изводить себя. Ай да, увезу тебя, вылечу, деньги у меня не переводятся. Деньги? Если бы ты не помог мне тогда, да отец из дома выгнал. Забудь про это. Ты сама молодец. Не всякий сумеет разумно распорядиться пожалуйста. У меня сейчас своя риэлторская контора. Если поможешь мне, дела еще круче пойдут в гору. Такие юристы, как ты, на дороге не валяются. Валяются. Просто ты не видела. Сегодня отрезали. Насмешить хочешь, да? Так ведь плакать надо. Если вдуматься, рыдать. А ты не вдумывайся. Мне нужна твоя помощь. Вот заработать хочешь на моих мозгах, да? Да. Ты думаешь, я тебе поверю? Да если твой ум разделить между всеми нами, еще на несколько человек останется. Я не шучу. Не получится, сестренка. У меня здесь дел выше крыши. Какие дела? Буду людям помогать. Как юрист. Нет уж. Для чего здесь юрист? Трава буду колоть, сено заготавливать, картошку он выкопал. Зинуру сделали новые ворота. А они тебе будут наливать. Совсем за даром я не могу работать. Что произошло? Ничего. Не коси под дурака. Хватит. Не люблю разговаривать на эту тему. Как сама? Нормально. Что со мной может приключиться? Работаю, сын в институте. А замужестве, значит, не думаешь? Для чего? Ну, не знаю, другие же выходят. Мужикам тяжело со мной. Хиленьким, окажется, буду тиранить и унижать. Чем так жить? Унижать это плохо. Людей унижать нельзя. А вы поехали со мной. Если бросишь пить, ты запросто сможешь вернуть прежний авторитет. Я помогу тебе начать. Почему ты все время улыбаешься из-под усов? Сестренка, если я захочу, меня завтра же усадят на прежнее место. Знаешь ведь, какие у меня друзья. Ну почему не хочешь? Ну все, хватит. Не увиливай от ответа, Абы. Ну что случилось? Объясни. А ты не понять старайся, а почувствовать. Не видишь разве? Мне жить не хочется. Ну как не видеть-то? В усы улыбаешься, в глазах тоска. Такие глаза бывают только у умных. Если умный совершает глупость, это не значит, что он дурак. А что это значит? Мозг твой свихнулся, не туда повернул. Не туда повернул. Это интересно. Чтобы это понять, надо мозги наизнанку вывернуть. Да и так уже вывернуты они. Хорошая семья у тебя была, прибыльная работа, денег немерено. Что тебя сгубило? Голова распылялась. Пойду-ка я лягу. Нет. Я должна услышать ответ. Ну легче тебе станет, если услышишь. Да. Отстань ты, да? Абы, я же тебя люблю. Прекрати. Ты же знаешь, в этом доме не принято говорить о сентиментальности. Есть же другие дома. У меня голова болит. Коньяк принести тебе? Принеси. Сначала скажи. Что сказать? Причину, почему ты сломался. Да не сломался я. Ну, возможно, у тебя была причина для того, чтобы начать пить. А сейчас ты пьешь от того, что стал алкоголиком. Чтобы обелить себя, держишься за эту причину. Да нет же. Да не принимаю твое «нет», сломался ты, и, похоже, к прежнему возврата нет. Ну чего молчишь, не хочется быть простым алкашом? Сестренка, давай-ка свою коньяк. Банат приносит и ставит на стол. На, Спасибо. Откупоривает и наливает в кружку. отец всему виной. Байбулат захлебывается, начинает дрожать. Не подходит мне коньяк. В горло не лезет. Здесь суррогат продает в пластиковых бутылках. Удивительно, шампунем пахнет, а пьется лучше любого дорогого коньяка. Чего дрожишь-то? Немного снобит меня. Поезит экономит на газе, якобы лишний жар вреден. Значит, причина в отце. Он в твою жизнь и твою жизнь успел сгубить. Что он с тобой сделал? Что произошло? Хватит выдумывать. Слово отца для всех было законом. Но что он сказал тебе такого, что и с твоим умом можно было скатиться? Не произноси этого слова. Какого? Не говорить про ум? Да. Ты даже не представляешь, что такое ум. Не понимаешь, какая-то страшная штука. Ну что случилось, Абы? Байбулат наполняет кружку и выпивает. Долго сидит, понуро склонив голову. В это время появляется Фируза. Банат жестом указывает ей уйти, Фируза, догадавшись, уходит. Наш отец был очень умный. Конечно.
Сам-то особо ничему не учился, но каждому из вас помогал делать домашние задания. За учебой следил зорко, гордился, когда говорили, дети Бургана успешно учатся. Да, гордился. Одному мне не нужно было помогать. Как-то легко мне давалась учеба. Один раз прочту и все начинаю понимать. Не учеба, а игра какая-то, забава. И на юрфак без проблем поступил. Отец гордился, его гордость наивысшая оценка для меня. Я всегда стремился стать таким же, как он, умным. В 90-е, если помнишь, я в Челнах занимался запчастями. Вот там мой ум и пригодился. Каких только схем я не придумал. Чтобы не делал, все удавалось. И придраться не к чему, все законно. Ну и деньги, конечно. Для хранения денег я приобрел отдельную квартиру. Здесь все обновили и отремонтировали. Байназару квартиру купили, тебе. Втайне от отца многим здесь помог. Игра какая-то, ум. Позже мой напарник стал вести себя как-то странно. Большие деньги многих меняют. Я понял его замысел. Застрелить меня точно. И в эти дни отец приехал ко мне в Челну. Я отвел его в комнату, в которой хранил деньги. Рассказал, как их зарабатывал. У него глаза чуть не выкатились из орбит. Схемы мои не понимает с первого раза, но по нескольку раз переспрашиваю. Ты, может, представить себе такое, Бурган не понимает. А без настроения хожу, что не говори, убить меня собирается. Мой друг многолетний, напарник. Я обо всем рассказал отцу. Он спросил, как я собираюсь поступить. Я ответил, мол, не собираюсь ждать, пока меня убьют. Сработаю на опережение, закажу друга. Знаешь, что он мне ответил на это? Что? Ничего. А в глазах его восхищение. Сделал, как намеревался? Конечно. Но восхищение в его глазах забыть не могу. Я ведь рассказал ему обо всем лишь с одной целью. Мне важно было получить от него мудрый совет. Пусть остановил бы меня, направил к другому пути. Тогда я и понял бы, что я умнее отца. С того дня я стал бояться своего ума. Раз я умнее отца, значит мне некому остановить. У тебя уже не было другого пути. Если прикинуть, мозгами не было. А если душой подумать, почувствовать. Возможно, если бы я с другом поговорил по-человечески, откровенно, хотя напрасно все это было. Он постарался бы меня там же и убить. Нельзя умом жить. Человек должен трудиться, пот проливать. Кто свой пот не проливает, тот чужую кровь прольет. Я сам должен был обуздать свою ум, иначе, оказавшись на должности, подразумевающей управление чужими судьбами, а все шло к тому, я много ужасно натворил. Тебе когда-нибудь попадали в руки статистика любой войны? Разум видит в этих документах только цифры, а мудрость — людские судьбы. За каждой цифрой. Мудрым надо быть, а не умным. Отец был умным человеком, но не мудрым. Иначе не было бы в его глазах восхищения. Я теперь мудрый, а он водкой смыл. Значит, не остановишься. До конца буду. Ух, холодно на улице. Готовьтесь, сейчас Баязид придет. Почему-то в хорошем настроении, он даже боязный. Запугал, видать, всех. А как не бояться-то? Что ни день, то террор. С улицы доносятся щелчки кнута. Слышите? Не то, что нам. Он ему ворон покоя не дает. Входит Фируза и Амина. Чайник поставь, дочка. Я поставлю, а ты садись. Голова не проходит. У меня лекарство есть дать? Я уже выпила, не помогает. Попробуй чай попить. Что делать с этими воронами? Прилетают и нашу черемуху облепляют. Прилетают и... Да в суд их надо, на них подать. Ты сначала на машину свою полюбуйся, потом будешь смеяться. А что с ней? Что? Кто тебе велел ставить ее под черемуху? Я велел, чтоб скотина не поцарапала. Значит, тебе отмывать вороньи какашки. Неужели сгадили? А разве могло быть по-другому? Когда огромная стая ворон облепила нашу черемуху. Чем заниматься-то? Кому делать нечего, вот так и поступает. Влезает на макушку дерева и гадит на тех, кто внизу. Банат, ты напрасно не сменила резину. В любой момент морозы могут ударить. Да днем так холодно, доберусь. Не так холодно, доберусь потихоньку, не успею. Скотине дал? Дал. Вы похлопотали бы немного, на стол сообразите что-нибудь. А что? Кто-то должен в гости прийти? Да, и совсем скоро. В такой час? Все равно ведь не спим. Бог ты мой. Чего прочитаешь-то? Не все же съели на поминках. Вот и мечите на стол. Трудно вам, что ли? Если бы в другой день пришли, надо было бы отдельно готовить. Кто придет-то? Сколько их? Калимула Абзы. Я Айсалу тоже обещалась. Которая Айсулу? Дочь Минзифы, что ли? Да. А это-то что здесь нужно? Это которая Мизифа? Мамина сестренка, что ли? Да, та Минзифа давно умерла. Ну откуда мне знать-то? Столько лет дома не была. Что за Айсылу в конце-то концов? Невеста. Хотел познакомить, пока вы здесь. Сороковины прошли, вы все разъедетесь, на свадьбу приедете или нет, неизвестно. Ты что, реально собрался жениться на этой? Что значит на этой?
Всей деревней пахали, а засевать тебе оставили, да? Думай, что говоришь. Это ты думаешь, что сделать собрался? Ты меня унизил всего лишь за то, что я с парнем возле ворот разговаривал на третий день, а сам намерен после сороковин эту блядь в дом привести. Ах, мать твою! Крылья-то не распускай, малай. Пусти его, Абы, пусть ударит, пусть и забьет родную сестру из этой бляди. Прекратишь ты или нет? Почему это я должна остановиться? Привыкай. Если приведешь ее сюда, все село тебе в глаза скажет подобное. Да угомонитесь. Неужели вправду такая? Конечно. Такая. Даже школьники ходят к ней на курс. Притон организовали у себя дома. И старый млад все там. Кто еду несет, кто выпивку. А мама с дочкой и на такое согласна. Я был у них дома, никого там не видел. Значит, оперативно сработали. Сейчас осквашите лицо, сучье отродье. Сука, это я, получается? Успокойтесь оба. А почему это я должна успокаиваться? Тебе вообще нет права рот раскрывать. А почему у нее нет права рот открывать? Потому что не вашей матерью рождена? Потому что сопли не обсохли. Готовьте стол. Постой-ка, Боязид, одумайся, не доводи до греха. Почему вы со мной в таком тоне разговариваете? Я мальчишка, что ли? 40 дней прошло со смерти Бургана, а у тебя ума и на 40 дней не хватило. Отец однажды уже сказал тебе. Отца нет, и сейчас никому не интересны его слова. Мне, например, интересно. И тебя никто не спрашивал. Погодите-ка. Почему вы шумите? Пусть женится. Да, И СУ тоже нужно когда-нибудь замуж выйти. Ты не говори. Ну подумаешь, блядь. Но главное, чтобы человек был хороший. Вы на шутку-то окончательно не переводите. Баязид ведь не шутит, он ведь не 18-летний подросток. Фируза же объяснила, что почем. Чтобы жениться на такой, нужно быть полным идиотом. не тебе судить о других. Айсылу не весь от кого не рожала. Обьё! Байназар хочет наброситься на Баязида, а Амина и Байбулат удерживает его. Баязид! Абы! В это время Банат подходит к Баязиду и влепляет его звонкую пощечину. Баязид пошатнулся, после этого Байназар успокаивается. Вон отсюда, сейчас же, чтобы духу твоего здесь не было. А меня отсюда прогоняли уже, братишка. Повторить не тяжело. Хочешь место отца занять? А сам не понимаешь, и ради чистоты совести Бурган даже родную дочь выгнал из дома. А ты на отцовские сороковины метлу поганую в дом несешь. Я уезжаю. Банат, апа, я с тобой. Сама решай. Постой-ка, а мама? Мама, а как ты? Езжай, дочка, езжай. За меня не беспокойся. Уезжай из этого дома по добру, по здорову. Мама. Иди собирайся. Фируза со слезами уходит в соседнюю комнату. Давайте, валите, чтобы ноги вашей больше тут не было. Поживем наконец-то в покое. А вы готовьтесь, я сейчас вернусь с невестой. Уходим. Вот ёкаламане. Ну что теперь делать? Пойду-ка я лягу, голова раскалывается. Расскажете завтра, чем все закончилось. Забирает коньяк и уходит в соседнюю комнату. Что же они, посреди ночи уедут, что ли? Банат! И я с вами. Сам сяду за руль, Уезжаешь? да? Все равно же когда-нибудь пришлось бы уехать. Понятно, что все так и должно было закончиться. И ты уезжаешь. И так ты засиделся. И девчонок не хочу отпускать одних, резины-то летние. Да уж, да. Больше уж не ты веришь. Ты не уживешься с этим. Найди себе хорошего человека и выходи замуж. Да кого тут найдешь? На селе нашем порядочных уже не осталось. Или переезжай в Казань, к дочке. Работа найдется, будете квартиру снимать. Может, у Баната есть возможность помочь. Я поговорю с ним. Там, глядишь, и подвернется тебе достойный мужик. Не мучайся здесь. Ничего хорошего тебе тут не светит. Посмотрю разок на тебя на прощание. Смотрит в его глаза, пытается обнять. Байназар увиливает от объятий. Пойду. Соберу вещи. Уходит в соседнюю комнату. Мама, может мне остаться? Езжай, дочка, езжай. Все равно тебе на учебу нужно. Ты не сердишься на меня? Нет, моя хорошая. Я позвоню тебе и обо всем договоримся. Хорошо. Аминапа, вот тут деньги, оградку поставите на папину могилу. У нас есть деньги? Это пусть от меня будет. Не успела я покаяться перед отцом. Положи на стол. Ночью деньги в руки не дают. Вот сюда кладу. Я готов. Быстро ты. Да что уж тут, Майк трусики кинул, сумку и вперед. Уходим. Не хочу оставаться здесь до его возвращения. Поведу я. Я свою машину никому не доверяю. Прощайте. Уходим. Ну ладно. Бывай здорова. Поспешу, пока без меня не уехали. Уж больно горячая сестренка моя. Прощай. Прощай. Уходим. Если скажешь, мам, я останусь. Как вы вместе в 3 разных города поедете? Оставят меня в Казани и поедут каждый в свой город. Ну ладно, дочка, иди. Я позвоню тебе. Не провожай. На улице холодно.
Будь здорова, дочка. Ну, если ты скажешь. Езжай уже, дочка, езжай. Я позвоню. Уходит. Амина остается одна, долгая пауза. Медленно пройдясь по комнате, устраивается на самом дальнем кресле, плачет. За печкой что-то падает. Входит Баязид, Калимулла и Айсулу. Милости просим. Ах, мне так неудобно, так неловко в такой час. Темнота, друг молодежи. Здравствуй, Амина. Здравствуйте, Амина апа. Здравствуйте. Ехали. Уехали. Кто? Ванат, Байназар, Фируза. Ладно. Амина, накроешь на стол. Все там. Сами разберетесь. У меня голова болит. Я пойду к себе лягу. Что это за деньги? Ванат оставила на ограб. Без ее денег мы не смогли бы, что ли? Не знаю. Она оставила, я не стала возражать. Можно подумать, тут нищие живут. Только она богатая. Да не переживай, деньгам место всегда найдется. Жрать не просит. Мне так неловко, так неловко. Хватит причитать. Сейчас. Тут же все есть. Вытащить только нужно. Выставляет на стол еду. Рассаживайтесь. Чего стоите-то? Садись, Айсылу. Я ненадолго, нехорошо как-то получилось. Как это ненадолго? Разве мы не невесту в дом привели? Именно так я и думал. Как-то странно все, с первого раза ночевать в чужом доме. Вот после этого-то он и станет твоим. Че тянуть-то? Направленность все равно туда. Точно. Ваня жениха подготовлена. Готова ли, Баязид? Готово. А от бани не откажусь, я люблю париться. Насчет ночевки не знаю, пока посмотрим, и у мамы не отпросилась. С мамой я договорился, не переживай. Калимулла Абзы, а я гляжу, ты свахой заделался? Какая еще сваха? Я главный свах, дурень. Давайте, чем богаты, как говорится. Гляди-ка, вы до сих пор печь не сломали? Сколько места она занимает, можно целую комнату сделать. Столько талдычи не слушаются. Вот станешь здесь полноправной хозяйкой, сломаешь. Сколько места сразу освободилось бы. Да, Визит? Сломаем. То черта она здесь нужна. Все равно не трогай. Сломаем, а на ее месте комнату отгородим. Доставим. Доставай давай, Калимулла Абзы. Чё? Шутишь, думал со мной. Смотри, найду ведь. Тычет в ребра, а постукивает. Убьешь, ведь, не щекочи. Ну, на. Достает полулитровку. Старый черт. Разливает водку по рюмкам. Против черта не возражаю, но со старым ни за что не примирюсь. Ну, за что пьем? За любовь. У Баязита звонит телефон. А кто это среди ночи? Это не мама? Нет, участковый Раис. Алло, да, это я. Ага, говори быстрее. Что? Как? Все, что ли? Сейчас будет. Сейчас будет. Опять кто-то заболел? Те, в кювет улетели. Как? Гололед. Живые хоть? Надо ехать. Отрицательно качает головой. Четвертое действие. После годин бургана. Прошел год. Та же комната. Но печи нет. На ее месте дощатые перегородки новой комнаты. Калимулла восседает во главе стола. Рядом с ним Айсулу. Так и добилась своего, проклятая, без дома оставила. Вот и корми и пои таких сумасшедших из жалости. Опять сходил туда, до сих пор тлеют, головешки-то попискивают. Такой дом спалить, ну ты подумай, а? Я же тебе говорила, давно надо было сдать ее в психушку. Как сдашь-то? Как? Всю жизнь ведь с ней прожил. Пенсию, опять же, стабильный доход. И документов у тебя теперь нет. Нет, какой там? Разве буду я всюду с паспортом в кармане ходить? Сегодня порылся на пепелище, ничего, сгорели уж. Как не сгореть-то? Разве такое бывает, чтобы весь дом сгорел, а документы нет? Так сколько раз по телевизору показывали? Многоэтажный дом взрывается, горит, а паспорта террористов целехонькие. Ну там уж хорошо ищут с собаками, и нам надо хорошо поискать. Нет, я тебе говорю, одни головешки остались. У этих нечисти-то остаются, а у хороших людей, как говорится, куда бы бедняк не повернул, он всегда ветер в лицо. И что теперь будешь делать? Где жить? Где? Матери твоей попрошусь на постой. К маме? А она впустит? А че не пустить-то? Я ж только ночевать буду приходить. А жена твоя не нашлась? Не, сквозь землю она провалилась, что ли. Ищут, найти не могут. Если живая, хотел сразу придушить. Да не находят пока. А может и она сгорела? Сожжешь ее. Ну, тебе ненормальная, что ли? А разве не так? А как же.
Когда ей нужно, очень даже умная, она сначала всю одежду в огород покидала. Да, она может уйти, а? Соскучился, что ли? Не унесла ли она паспорт с собой? Достал ты уже со своим паспортом. Надо было сразу забежать в дом в самом начале пожара и забрать. Ага, я так и разбежался. Сгореть из-за бумажки. Ты подумай, а? На старости лет без жилья меня оставила. Начнешь с мамой жить и не придешь больше. Приду, как не прийти. Баязита к Фасхи Бабаю позвали, заболел. Оттуда он быстро не возвращается. Не собирается помирать-то, Пасхи Бабай. За любую соломинку цепляется. Ты это, видел, что ли, нашу новую комнату? Такая красивая получилась, и диван занесли. Осталось только детскую кроватку купить. Пойдем покажу. Ты что, средь бела дня? Стесняешься, что ли? А если вернется? Говорю же, к Фасхи Бабаю ушел он. Что с тобой поделать-то, а? Уж и замуж отдал, а ты все никак не успокоишься. У тебя же муж есть для этого. Да ну его только и есть, что громкое имя, сын Бургана. Одно слово, щенок. Айда уж спальню покажу. Ага, покажешь ты как же. У тебя никаких сил не напасешься. Пошли уж, может настроение поднимется. Вдвоем заходят в новую комнату, закрывают дверь. Из комнаты время от времени доносится хохот и село. Входит Амина с двумя большими свертками, в которых посуда с едой. Выставляет посуду на стол. Отсутствие печи для нее новость. Обходит соседние комнаты. Подойдя к новой комнате, слышит смех и село. Стучится в дверь. Баязит, это я, Амина. Из комнаты выходят растрепанные, раскрасневшиеся Айсылу и Калимула. Амина, апа, как жива-здорова? Чего стучишься, чего сразу не заходишь? Вот показывала свату Калимуле новую комнату. Здравствуй, Амина. Говорят, мол, печи-то нет, на черти, похоже, остались. Как бы не стали прыгать на вас по ночам-то. А это смеется. Годину справлялась сегодня Бургана, и вам принесла гостинцы. А где Баязит? Фасхи Бабай заболел, к нему позвали. А Бибулат где? Он редко бывает теперь, а одному Богу известно, где ночует. У меня тоже несчастье, сваха Амина. Без жилья меня оставила ведь та сумасшедшая. Куда теперь пристроил на старости лет свою болезненную головушку-то? Разве не перебрался ты к Низефель? Да, вчера там ночевал. Хорошо, хоть она впустила. Осень же. Спалила ведь, сожгла и сама куда-то пропала. Искать надо было. Да я уж все облазил, без ног остался. Зашел вот, не даст ли какого лекарства Баязит. Со вчерашнего дня хлебной крошки во рту не было. Вон, я принесла, поешь. Кусок в горло не лезет. И на чем только душа в теле держится. Вот это бедрышко погрызу и пойду искать. Садится за стол и начинает есть куриное бедро. Курица фаршированная, что ли? Да. Хорошо, что ты материнский дом не продала. Хоть и не казистый он, но жить можно. Сама себе хозяйка теперь. У нас места предостаточно, могла бы и здесь жить, Амина, апа. Нет уж, с молодыми жить не так-то просто. Дети пойдут, с ними никакого покоя. Ребеночка ждем, Амина, апа. Да, слышала. Сегодня одна старушка рассказала на поминках. Вот и год прошел, как Бурган Абзый помер. Такой большой человек умер, а жить все равно идет своим чередом. Скоро и детям, значит, будет исполниться. Да, на его 40-ны они погибли. Помню, 3 разом ведь в голове не укладывается. Нельзя доверять женщинам, нельзя. Перестаньте говорить о смерти. Сердце будто заяц запрыгало. Навредим ребеночку-то. Входит Байбулат. Здравствуйте. Здравствуй, Бибулат. Здравствуй. Ладно, пойду я обойду яму до овраги. Не свалился ли она в один из них? Не лежит ли с вывихнутой шеей? Проходи, садись. Отцу поминки справила именно апа. Спасибо. Вот и вам принесла гостинцы. Садись, поешь. Уж больно ты отощал. А крышка от пирога есть? Есть. Знаешь же, что ты любишь. Потому и принесла. Абый, прежде чем сесть за стол, переоделся бы ты. Сперва пусть поест. Пусть ест. Я просто подумала, что аппетит у него пропадет. Байбулат берет крышку от пирога и садится в кресло. С Баязидом ходили на кладбище, на отцовскую могилу камень заказали ведь. Оставили? И не получилось. Почему? Зайти не смогли. Как это? Не смогли зайти на кладбище? Отец знал, когда говорил, что нельзя пилить деревья. Сейчас там на месте одного спиленного в десяток новых отростков выросли. Чисто джунгли. Не проберешься. Ни за что бы не подумал, что так они смогут разрастись. Стеной стоят. Кладбище для нас недоступно. Отец знал, о чем говорил. Кликнул бы из-под земли, если бы мог. И ни у кого мозгов не хватило деревья не трогать. И брату с сестрами скоро год. Меня пугали близкой смерти, а я до сих пор живой.
Лишь они, бедняжки мои. Фирюза несколько раз спрашивали: мама, давай останусь. А я будто прогнала ее. Отец после смерти не окоченел. Говорят, если ты мягкий, то еще будут покойники. Так оно и вышло. Что вы все время про страшное говорите, прекратите, мне нельзя. Не слушай, если нельзя. Уйди в другую комнату. Места ведь полно. Входит Баязид с детской зыбкой в руках. Увидев его, Алсу давит слезу. Все в порядке у вас? Здравствуй, Амина. Здравствуй, Баязид. Вот в этой люльке все мы и выросли. В сарае отыскала, мы уже высохла. Она цела, что ли? И Фирюза в ней вынесла, доченька моя. Все мы. Ее сам Бурган сделал. Айселу, что случилось? Нет, что может случиться? Ты как будто без настроения. Есть у меня настроение. Кто-то что-то сказал тебе неприятное? Кто? Вон, родственники твои пришли, общайся с ними, а на меня не обращай внимания. Прекрати, сейчас люльку подвесим. Да ее мыши все обоссали, люльку твою допотопную. Говорю же, вымыл тщательно. Сейчас люльки не вешают. А мы подвесим. В нашем роду все росли в люльке. В одной из балок и крюк есть. На него и повесим. Не рановато ли? Сколько месяцев? Это не важно. Мне прямо сейчас хочется начать подготовку. Ну-ка, Айселу, пойдем подержим. Мне нельзя поднимать. Пошли, помогу. Заходит в комнату, противоположную входной двери. Видно, как они вешают зыбку. Закончив работу, выходят. Если родится мальчик, назовем его Барри, чтобы имя было на букву «Б», по-нашему. Мы же договаривались, что назовем Фердусом. Да нет же, у нас в роду все на «Б». У вас всех на «Б» называют, у вас люльку кладут, у вас да у вас. Что-то должно быть и по-нашему, А как это, по-вашему? так как я сказала. Абдрахам Федусов не звучит же? И не говори. Другое дело, Габдрахманов Барри Калимулович. Слышишь, как звучит? Что ты сказал? А что я сказал? Какой еще Калимулович? Оскорбить меня решил пьяница. Бьет Байбулата, тот падает в кресло. Что ты делаешь? Не бей. А ну-ка повтори еще раз. Все, прости меня, братишка. Нечаянно вырвалось, это правда. Мозги у тебя размякли, что ли? Сейчас сгущу. Не тронь его. Жену свою бей. Он-то чем виноват? Так вы теперь сплетни про меня будете распускать. Какая же это сплетня? Зачем я сказал-то? Пусть бы ходил себе дорадовался. Если хоть раз рот раскроешь, Братишка, избивая меня, ничего ведь не изменишь. Гнездышко твое, кукушка яичко подбросила. Хочешь в люльке Бургана ребенка Калимулы вырастить? за душу! Отпусти, не трогай его. С женой своей разберись. Все село знает, один ты в неведении. Калимула по пьяни сам хвастался перед парнями возле клуба, что состругал для Баязита мальчонку. И сегодня они вдвоем были вот в этой комнате, когда я пришла. Из-за этой метелки родственников погубил. Дочку мою ненаглядную. Плачет. Ты чего молчишь? А что я должна тебе сказать? Отвергай. Навет это скажи, иначе я придушу тебя. Только тронь, в тюрьме сгною. Чего глаза вылупила? Скажи, что неправда все это. Ты и сам понял же, что правда. Что ты сказала? Что? Разве я виновата, что Калимула не умеет держать язык за зубами? Ты с ума сошла. Это вы всем семейством с ума посходили, надоели вы мне. Достали своими обычаями да традициями. Род Бургана, видите ли, женщину не можете ублажить как следует. И на 3 минуты тебя не хватает. Старый Калимула в 100 раз лучше. Ах ты сука. Не морайся, братишка, не стоит. Еще неизвестно, кто тут грязный. Опротивили вы мне, выкормыши бургановские. Я свою жизнь на ваши хоромы не променяю. Счастливо оставаться. Подхватывает теплую одежду и уходит. Баязид оседает на пол. Байбулат снова валится в кресло. Внезапно Баязид вскакивает и убегает. С улицы доносятся непрерывные щелчки кнута, карканье. Входит Баязид, изможденный взмахами кнута. После того, как спилили деревья на кладбище, все вороны переселились на нашу черему. Похоже, придется и ее спилить. Абы, больно? Извини. Простите меня. Байназар Абы, Манатапа, Фируза. Как же это ослеп-то? Абы, давай я пластырем заклею. Не нужно, братишка, не беспокойся. Мне бы на улицу выйти. Почему отец не любил меня? Он вас всех любил. Нет, он меня не переваривал. За что? Я же весь дом на своих плечах вытащил. Сделал, как он просил. Выучился на фельдшера. Я ж зарплату и в 40 лет до последней копейки ему отдавал. А потом у него же и одалживал на курево. Байбулата он любил. Почему? Он же алкоголик. Отец все ему прощал. После поездки в Челны он таким вернулся. Бурган восхищался Байбулатом. Он умнее меня говорил. Моего ума не хватает на то, чем он занимается. Чтобы род наш крепчал, чтобы дела шли в гору, дети должны быть умнее родителей.
Это его слова. Он в этом видел смысл жизни. А у нас не получилось ни у кого. Бургановским умом только и жили, получается. Шла я. Магазин у бабушек собрала. Гостинцы вам принесла, ешьте на здоровье. Спасибо, Амина. В доме холодно. Не будут такие прижимистые. Добавь газу, заболеете же. Сегодня совсем не топили. Газа нет. Во время пожара в доме Калимулы повредилась и наша газовая труба. А печь-то уже разобрали? Ну да. Будьте здоровы. Аминапа, возвращайся, живи здесь. Нет, спасибо. Мне и в своем доме хорошо. Амина уходит. Баязид берет нож и уходит в соседнюю комнату. Отрезает зыбку и выходит с ней в руках. Возвращается Бойбулат, пуская следом за собой Бадырхаят и Зайнаб. Зайнаба нашлась. Ты не против, братишка, если бабушки посидят у нас согреются? Пусть заходят, только вот согреться им вряд ли удастся. Газа нет. Мы с утра электрическую плиту включали. Горячий чай. Сообразим будем. Присаживайся к столу. Здравствуй, Баязид Касатик. Здравствуй, Бадырхаят апа. Как поживаешь? Зайнаб апа. Садитесь, давайте. А мы где? Это же не мой дом. Не твой, не твой. Ты свой дом спалила, нет у тебя дома. Да, не обманываешь. Но теперь и помирать можно. Байбулат, пока хлопочет у плиты, наливает себе из бутылки и выпивает. Баязид играется с веревкой от зыбки. Ушла из дома-то, ага. Со вчерашнего дня по улицам бродит косаточка. Замерзла вся, ага. Вот вам чай, пейте. Ставит перед ним чай, а сам уходит на заднюю половину и выпивает еще одну рюмку. Затем устраивается на диване. Спасибо, птенчик мой. Пей, пей давай, быстрее согреешься. А что это? Чай, чай. Чай. А мы где? Это же не мой дом. Нет, не твой. А почему ко мне не пошли? Ты ж спалила его, ага. Да? Ай, хорошо, коли так. Не порадовала я, значит, псов-то. Теперь и помирать можно. Булат с храпом засыпает. Ты где ходила-то со вчерашнего вечера? Ты все вверх дном перевернула, пока тебя искали. Ну, не нашли, ага. Да? А я же к дочке пошла. В Черши. Так дочка-то твоя давно уж померла. Да. А это чей дом? Так Бургана же, ага. А разве Бурган не умер? Умер, умер, касатик. А дом остался, да? Ага. Большой дом у Бургана, а у меня маленький. Так хочется в большом доме пожить. К главе ходила, ага, в район. Квартиру просила. И что, не дал? Ох, касаточка, у тебя же, говорит, сын есть, вот пусть он тебе и купит, ага. А ведь я ветеран труда, и медаль у меня имеется. Баязид довязывает из веревки петлю, слушает старушку. А вот я не оставила дом свой сам. В узелок все документы собрала, и все равно помирать. А мертвый мне дом ни к чему. Все умрем. Хочется в большом доме пожить, ага, как в детстве. Покойный отец большой дом построил, 5 стенок, ага. А мы с большими мучениями строились. Калимула ни за что бы не построил, если бы я не бегала. Сам теперь достанется дом-то мне. Не достанется, красавица моя, не достанется, не переживай. Ты ж его сожгла. Не обманываешь? Ну тогда и помирать можно. Во время их разговора Баязид с веревкой в одной руке, табуреткой и в другой входит в комнату, где висела зыбка. Прямо под крючком пристраивает табурет, запирается изнутри. Однажды огромную кучу досок привезли для клуба, а у нас ни на пол, ни на потолок досок нет. Ага. Всю ночь перетаскивали мы эти доски, и на пол, и на потолок хватило, а после этого я не могла больше рожать. Неожиданно с треском ломается потолочная балка в соседней комнате. Не хотелось псам оставлять. Большой у тебя дом был, косаточка, красивый, как птичье гнездышко, ага. Старухи говорят и говорят. Они беседуют, прихлебывая чай. Под их непрекращающийся разговор медленно опускается занавес. Конец. Дом Бургана, Ильгиз Зайниев. Представьте актеров, пожалуйста. Елена Поджариди, Людмила Калентьева, Виталий Королев, Алексей Подосенов, Анна Солодянникова, Гульнара Толкова, Валерий Толков, Елена Капралова, Олег Шустов. Спасибо большое артистам, спасибо большое автору.